Ассаламу алейкум, здравствуйте, с вами Запрещенный Кавказ. В этой передаче я хочу обратиться к нашим любезным зрителям. Запрещенный Кавказ молод, у нас немного подписчиков, но смотрят нас как в России, так и в зарубежье, ближнем и дальнем. Тема сегодняшнего рассказа и обращения – траурный день в жизни, в истории одного маленького, но прекрасного народа – ингушей. Я расскажу вам об ингушах не как специалист, не как историк, а как сосед ингушей, брат ингушей, как человек частный. И, надеюсь, поэтому мои слова будут восприняты ближе к сердцу. Буду безмерно счастлив, если мой рассказ хоть на миллиметр сблизит людей, внесет хоть маленькое, но взаимопонимание в этот вконец запутанный клубок межнациональных отношений нашей действительности, когда нас делят, чтобы рулить нами, чтобы гнобить нас, чтобы грабить нас. Конечно же, все, что я буду рассказывать, является моей точкой зрения, моим пониманием. Гарантирую быть честным и искренним. Надеюсь на ваше понимание и внимание. Спасибо. Глубокая трагедия одного человека, незаслуженное, жестокое наказание одного человека – страдания одного человека разрывают сердца многих людей, ранят все человечество, многие поколения людей. Еще Еврипид говорил 2500 лет назад: если обижен хороший человек, все, кто считает себя порядочным, должны страдать вместе с ним. Что чувствуем? Что должны чувствовать мы, люди, когда судьба целого народа является длинной цепью трагедий, когда целый народ бывает наказан совершенно незаслуженно с крайней степенью изощренной жестокости? Таков путь ингушского народа. Путь славы, мужества, красоты и безмерных испытаний. Самым страшным горем, испытанием для человека на этой земле являются похороны молодых, когда старшие хоронят младших, родители детей. У нас такого не желают даже клятому врагу. Ингушские матери оплакивают своих погибших детей на протяжении нескольких последних злых столетий. В дни праздников, религиозных или светских, практически у всех народов мира запрещено проливать кровь. Издревле в такие дни прекращались битвы, заключалось перемирие, не казнили преступников. 23 февраля – праздник или траурный день. В России официально этот день праздник. Для войнахов же, для многих других, знающих о трагедии, начавшейся 23 февраля 1944 года, это день горя, гнева, памяти, день разбитых сердец. Те, кто планировали и совершали эти бесчеловечные преступления аккурат в дни советских праздников, преследовали извечную свою цель – разъединить нас, народы, друг с другом. Карачаевцев депортировали в канун октябрьских праздников, ингушей и чеченцев в день советской армии, балкарцев в Международный женский день. Замысел был таков: у одних народов траурный день, день поминовения, у других соседних народов праздник. Обе стороны в трудном, неловком положении. Это можно представить так: в одном доме горе страшное, в соседнем пышная свадьба. Трудно плясать на своем празднике, когда у твоих соседей горе. Неловко и тем, и другим. И те, и другие разделены даже в горе, даже в радости.
Уверен, делалось это со злым умыслом, планировалось это садистами, психологами с Лубянки. Уважаемые зрители, сегодняшняя наша действительность тому подтверждение. Назовите два соседних российских народа, живущие душа в душу. Не можете? Это и есть результат национальной политики правителей страны на протяжении веков. Русский народ, послушай, услышь, мы не говорим, что ты повинен в наших бедах. Почему? Потому что ты страдаешь не меньше остальных, но ответственность на тебе и за себя, и за нас. Ты как большой сильный парень в нашем общем дворе, который взялся следить за порядком, быть справедливым. На твоих глазах и с помощью армии, которую ты содержишь и снабжаешь, извини, пушечным мясом, изгоняют тех же ингушей из их собственных домов, с их земель. А ты молчишь, ты это хаваешь. Тебе кажется, что это тебя не касается. Ты не понимаешь, что достается тебе еще больше нас. Твои деревни вымирают, у тебя демографический коллапс, твоя молодежь заливает горе боярышникам, а ты возмущаешься тем, что молодые ребята-адыги, например, станцевали лезгинку на улице Геленджика, а ты веришь в то, что во всем, в твоих бедах виноваты кавказцы. Извини, виноват ты, великий, но готовый верить в любую чушь. В то, например, что твои братья славяне-украинцы распинают мальчиков 3 лет от роду, держат по 2 русских раба. Посмотри, дорогой русский друг, на экран. Вот этим ты веришь, а вот эти недомерки тобой, а заодно и нами руководят. Они врут тебе и посылают твоих детей бомбить Сирию или Чечню или Украину. Каждый раз ты веришь им, каждый раз ты встаешь с колен, погружаясь при этом в болото безысходности и унижения. Уже блокируют все независимые источники информации, чтобы ты вконец превратился в раба, чтобы твою страну превратить в огромную Северную Корею. Ты не веришь собственным глазам, ты веришь лжецам из телевизора. Очнись, возьми власть в своей стране в свои руки, не ленись и не бойся, тебя больше 100 миллионов. Я понимаю, что многим могут не понравиться мои слова, потому что в них много, слишком много горькой правды. А сейчас послушай ты, русский мой соотечественник, и вы все мои соотечественники, кавказцы, сибиряки, все. Мой рассказ о трагедии ингушского народа. Прошу, давайте будем едины в сочувствии друг к другу. 23 февраля – незабываемый день. День – символ страданий, день – словно врата начала ада, ада несправедливости и испытаний. Эта жуткая 13-летняя лихая година в истории ингушского народа началась обычным зимним днем 44-го военного года. Началось это не первое и, как оказывается, не последнее хождение этого народа по мукам с громкого стука в двери буквально каждого ингушского дома, с бездушных, грубых окриков солдат и офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии. Этот стук, эти окрики так и остались в памяти буквально каждого ингуша, молодого, старого. Этот стук, эти окрики слышны в каждом ударе израненных сердец ингушей. Жуткий запах горя и стылой сырости скотских вагонов чувствуется каждым ингушом, каждой ингушкой в каждом глотке вдыхаемого воздуха.
Эти отголоски прошлых несправедливостей звучат так же пронзительно, как и в первый день. Эти душевные раны продолжают кровоточить и болят так, будто кто-то очень злой и жестокий бередит эти раны, посыпает солью. Ингуши изо всех сил стараются залечить эти раны, забыть, пережить боль во имя Создателя, ради своих детей, по причине собственного великодушия и благородства. Но зло не дает о себе забыть. Зло попирает законы, зло боится справедливости, зло боится даже слов о справедливости, о покаянии, о возвращении чужого, о реабилитации оболганных и незаслуженно наказанных. Сама мысль о покаянии, о признании вины за совершенные преступления своих ли правителей или своих родителей слишком тяжелый экзамен для слабого духом, неважно, человека или группы людей, а иногда и для целого народа. Каждый человек, каждый народ сам определяет для себя меру ответственности, меру вины за страдания и горе, которое он сам напрямую или опосредованно через свое равнодушие, жадность или трусость причинил другому, ближнему или дальнему, симпатичному ему или нет. Каждый искупает эту вину, персонально ли, коллективно ли, и опять по своему разумению и совести. Таков закон от Бога. Он гласит: поступай с другим так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой. Любые же оправдания причинения горю человеку, тем более целому народу, от дьявола, аузубилляхи, называется причинение такого горя преступлением против человечности. В 6 статье Устава Международного военного трибунала определены военные преступления, преступления против мира, против человечности. Это цитата: «Убийство, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет». Этот устав был составлен в Лондоне в 1945 году. К тому времени ингуши уже 1,5 года всем народам от мала до велика хлебали горе, невыразимо горькое, от детских и женских слез и бессилия что-либо изменить. Те, кто совершил и продолжал совершать над ними жуткое насилие, прямиком, без сомнений, подпадали под вышеназванную 6 статью военного трибунала. Однако никто не был наказан за депортацию, преследование и уничтожение ингушей. Найдутся, вероятно, многие, кто возразит мне, что где время было военное, что деды воевали, проливали кровь. Так вот, очень кратко, ингуши пролили столько крови, что, пожалуй, мало какой из российских народов может утверждать о более обильном пролитии своей крови на полях многочисленных войн с участием Российской империи или Советского Союза. Знаменитая дикая дивизия знаменита во многом благодаря бесчисленному множеству неописуемых подвигов славных всадников-джигитов Гылга. В гражданской войне, кстати, погиб каждый 3-й ингуш. Главнокомандующий добровольческой армией Деникин Антон Иванович не раз бывал бит доблестными ингушами, поверившими обещаниям большевиков о свободе и равенстве. Что получили ингуши от российских царей-императоров, кроме георгиевских крестов и права погибать во славу империи? Ничего. От советской власти
которая очень многим обязана именно ингушам, их отваге и верности данному слову. Опять-таки ничего, кроме права, как я говорил выше, отдать каждого третьего на заклание. Ингушские матери рожали будущих героев, родители, старшие воспитывали детей на примере рыцарей прошлого под девизом «Между честью и жизнью выбирать честь». Когда началась самая большая и жестокая война, ингуши без раздумий встали в первые ряды. Думаю, весьма показателен факт того, что последним защитником Брестской крепости был ингуш. Много крови пролили ингуши на полях Второй мировой, идя в бой за Родину, за Сталина, геройски сражаясь, геройски погибая. Впрочем, как всегда, верные рыцарскому горскому кодексу чести, не выслуживаясь, ничего не ожидая взамен, ничего не требуя. Истинный гылга может только так. Отвага неудивительна для ингушей, это норма их. Трусость удивительна для ингушей, это несмываемый позор для джигита. Сможет ли кто-нибудь из вас, уважаемые зрители, объяснить логику депортации целых народов? Послушайте, на осуществление акции «Чечевица», так назвали депортацию войнахов, было привлечено 250 тысяч солдат и офицеров. Половина из этой 250 000 была наготове недалеко от Чечни и Ингушетии на всякий случай. Такой страх внушает безоружный, но героический маленький народ огромной стране. Другая же половина доблестных участников Великой Отечественной войны, 120 с лишним тысяч бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, 120 тысяч чьих-то братьев, чьих-то отцов, чьих-то дедов непосредственно сгоняли женщин, детей, стариков, доблестно расстреливая или заживо сжигая слабых и больных, не могущих идти, прикладами загоняли в скотские вагоны целый войнахский народ, всех без разбора. Потом сопровождали спецпереселенцев в долгом многодневном пути на восток, на смерть, на забвение, на унижение, по пути выкидывая трупы не вынесших тягот пути. Где логика? В разгар войны, когда на счету каждый солдат, каждый патрон, лишить фронт 250 000 солдат. Вы можете это объяснить? Это называлось «все для фронта, все для победы». Так нестерпимо хотелось уничтожить этот народ, освободить территории. Кто виноват? Безусловно, Сталин, его палачи и приспешники. Но виноваты и те доблестные сотни тысяч рядовых и сержантов, которые добросовестно пинали ногами, забивали прикладами, самоутверждались ли, выслуживались ли, потакали ли своей нечеловеческой сущности. Для ингушей это не очень важно, ведь в результате этих действий уменьшалось количество ингушей, увеличивалось горе и отчаяние, опускались руки, мерк свет в глазах, и только вера, та вера, что делает человека венцом творения, давала силу истощенным телам и сожженным сердцам. Ингуши не роптали на судьбу, жаловаться на судьбу, бояться испытаний противоречит стержневому ингушскому «я». Все от Создателя Субхана ва Тааля знает каждый ингуш. Поэтому каждое новое испытание ингуш встречает и преодолевает со словами «Альхамдулилля», что означает «хвала Богу». И сегодня пожинают ингуши плоды злых помыслов, злого сговора и злых дел. И сегодня немалая часть народа является вынужденным переселенцем, беженцем.
эти деяния определены в Римском статуте, согласно которому учрежден Международный уголовный суд. Вступил он в силу в 2002 году. Россия подписала, но еще не ратифицировала Римский статут. Ей, как той девке, и хочется, и боязно, потому что преступления, находящиеся в юрисдикции этого суда, не имеют срока давности. То, что совершали и совершают над ингушским народом с 1944 года, с 1992 года полностью в юрисдикции Международного военного трибунала и Международного уголовного суда. Ингуши. Весь Кавказ знает об этих преступлениях против вас. Весь Кавказ на вашей стороне. Все адекватно мыслящие, объективные люди всей России на вашей стороне, потому что правда на вашей стороне. У меня огромная просьба к ингушам, к своим сестрам и братьям-ингушам. Я прошу у вас и для вас, у Всевышнего, сабр, терпения, спокойствия, осторожности. Сейчас трудное время, впереди еще более смутные времена. Берегите себя, своих детей, не дайте вовлечь себя в провокационные авантюры лубянских кукловодов. Всевышний все видит, ему все ведомо, все испытания от него. Уважаемые зрители, прошу каждого о сочувствии к длинной череде горя и испытаний, преследующих этот геройский, благородный и красивый народ. Давайте не будем опускаться до мелкого перетягивания каната, одеяла, будем выше нашего российского вечного «сам дурак». Давайте будем добрее, давайте каждый начнет улучшать себя, начнет с себя. Давайте начнем делать это сегодня. Давайте сделаем это 18 марта. Добро тянется к добру. Зло рождает еще большее зло. Не будем забывать эту азбучную истину. Напомню слова мудрого Серафима Саровского: «Спаси себя, и вокруг спасутся тысячи». Если позволите, уважаемые зрители запрещенного Кавказа, в заключении хотел бы обратиться к ингушам, в том числе и от вашего имени. Уважаемые братья и сестры ингуши, гылга, ассаламу алейкум вам всем, ассаламу алейкум от запрещенного Кавказа, ассаламу алейкум вам от всех настоящих кавказцев. Мира тебе, Ингушетия, от всех людей доброй воли, от русских, от волжан, от сибиряков, от всех тех, кто понимает и сожалеет о трудностях твоего пути. В этот день твоего траура мысленно мы с вами, ингуши, мы уверены, что вы все преодолели, преодолеете. Цвети и здравствуй, прекрасная Ингушетия, счастья и добра тебе. Это был запрещенный Кавказ. До свидания.